Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габля принял делегацию из России во главе с первым заместителем министра просвещения России Александром Бугаевым. Нестор Тарба стал финалистом гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Какой будет погода в конце зимы и в первый месяц весны? Прогноз синоптиков. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал закон о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия. Срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Абхазии продлевается до 7 июня 2025 года. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о приостановке оформления паспортов и прописки граждан Абхазии от 18 лет и старше до завершения выборов президента. Согласно тексту распоряжения, решение принято в целях обеспечения подготовки и проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия и систематизации работы по составлению списков избирателей. Исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габля принял делегацию из России во главе с первым заместителем министра просвещения России Александром Бугаевым. Стороны обсудили планы дальнейшего сотрудничества. Репортаж Алики Трапш. Исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габля, приветствуя делегацию из Министерства просвещения России, поблагодарил коллег за визит. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с российскими коллегами у абхазских педагогов есть возможность пройти курсы повышения квалификации. К примеру, недавно более 150 директоров и педагогов общеобразовательных школ Абхазии повысили квалификацию в Центре знаний Машук. Уровень организации и, конечно же, взаимодействия был на самом высоком уровне, что хочу подчеркнуть и, пользуясь случаем, поблагодарить еще раз Министерство просвещения, администрацию президента России за столь значимое событие для нашей системы образования. Как вы знаете, мы занимаемся активно повышением квалификации наших учителей, и как раз ваш приезд, он связан с проведением нашей 7-й уже международной зимней школы «Учитель года». Сегодня у нас, Александр Вячеславович, будет возможность посетить мастер-классы, пообщаться с учителями года России, которые приехали с разных уголков России. Они у нас уже как родные, многие приезжали и на зимние, и на летние школы. Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев поблагодарил абхазских коллег за радушный прием. Он выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и дальше развиваться. И мы уверены, что мы таких мероприятий для педагогических кадров, для повышения квалификации педагогических кадров совместно организуем еще немало в ближайшее время. Сегодня очень важное мероприятие, зимняя школа, которая является традиционной. Конечно же, для нас очень важно, что учителя года, российские специалисты, которые зарекомендовали себя самым наивысшим образом, приезжают и обмениваются опытом с нашими коллегами из Республики Абхазия. Важны наши совместные проекты, такие, например, как налаживание прямого взаимодействия между нашими образовательными организациями, школами, когда можно обменяться опытом друг с другом в прямом режиме, в прямом таком долгосрочном режиме. И это, мне кажется, важно для наших контактов, для наших дружеских взаимоотношений, но и прежде всего для самих специалистов-педагогов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Затем состоялся пресс-подход. Сегодня мы договорились о целом ряде совместных мероприятий, которые в том числе легли в основу наших планов дальнейшей деятельности. И очень хотелось бы заверить наших коллег, что эта работа носит для нас системный, постоянный, длительный характер. Убеждены, что такое взаимное взаимодействие пойдет на пользу и коллегам из республиканской системы образования, ну и, конечно, нашим коллегам, которые участвуют и в сегодняшнем большом и важном мероприятии с учителями года, но и в целом взаимодействуют со школами республики. Мы сегодня обсудили очень широкий круг вопросов. Это и стратегические направления
развития нашей системы образования. Сегодня у нас будет такая возможность с учителями провести стратегическую сессию при участии Александра Вячеславовича и его коллег. Также мы обсудили возможность сотрудничества наших колледжей, обсудили возможность сотрудничества между нашими детскими организациями. Также мы обсудили возможность приезда российских учителей. В России есть замечательная программа «Российский учитель за рубежом». В целом, конечно же, мы нацелены на, как Александр Вячеславович подчеркнул, на долгосрочную работу. Я уверен, у нас много чего уже получилось. Далее на Алгабле Александр Бугаев посетили зимнюю школу «Учитель года». Ольга Трапшина, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Россия перечислила второй транш для выплат зарплаты работникам бюджетной сферы, рассказал в эфире радио «Спутник» министр финансов Владимир Дылба. Общая сумма транша составила 72 миллиона рублей. По словам Дылба, задержек по выплатам зарплаты бюджетникам нет. В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. В республиканской больнице будет создан Центр телемедицинских консультаций. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Абхазию прибыл представитель Центра управления в кризисных ситуациях Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Тестовое включение системы состоится в ближайшее время. Благодаря этому взаимодействию и развитию телемедицины на территории республики наши врачи смогут получать консультации от коллег из ведущих медицинских учреждений Российской Федерации, отметил Эдуард Будба. Председатель Государственного таможенного комитета, экс-министр внутренних дел, герой Абхазии Отар Хейце сегодня отмечает юбилей. Отар Михайлович родился 19 февраля 1965 года в городе Гагра. Выпускник Гагрской средней школы номер 5, окончил Харьковский автотранспортный техникум, а затем Академию МВД Республики Беларусь. С 1986 года по 2010 годы проходил службу в органах внутренних дел Абхазии на разных должностях, начиная с рядового и младшего начальствующего состава до высшего начальствующего звена. Затем был назначен секретарем Совета безопасности Республики Абхазия. В 2011 году министром внутренних дел, с 2021 года председатель Государственного таможенного комитета. Выпускник второй Сухумской школы Нестор Тарба стал финалистом гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Нестор успешно прошел региональный этап олимпиады, став его абсолютным победителем. Школьник блестяще проявил себя, завоевав наибольшее количество наград среди всех участников, включая медали и ордена за правильные ответы. Нестор Тарба стал первым участником, получившим орден непосредственно во время прохождения дорожки. Секретами удачной игры и своими планами финалист поделился с Шазиной Ханагуа. Знать все на свете нереально, но Нестор Тарба каждый день стремится познать что-то новое. 11-классник второй столичной школы получает массу поздравлений от друзей, одноклассников и учителей. Здесь его встречают как героя. Молодой человек на днях вернулся из Москвы, где вышел в финал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». С улыбкой на лице Нестор делится впечатлениями и эмоциями, полученными от игры. Это было, конечно, волнительно. Ты не знаешь, что будет, ты не знаешь, что будут спрашивать, ты не знаешь, насколько хорошо ты подготовился, это оценить тоже никто не может. И ты просто ждешь самой игры перед тем, как будешь отвечать. А вот эмоции после игры, я бы сказал так. Когда я просыпался перед съемками, у меня каждый раз сердце вот так вот билось из того, что вот сейчас я пойду и там буду отвечать. А вот когда мы уже закончили после второго дня, я просыпался с таким спокойствием, что я думал, что все, я уже это закончил, я победил. «Умницы и умники» – любимая передача детства многих, которую Нестор смотрел не раз. Школьнику казалось, что подростки, которые выступают в телепередаче, супервундеркинды, а оказалось, что это обычные школьники, которые просто умеют работать с информацией. Вообще эту программу я смотрел в детстве, и когда я видел ее по телевизору, я просто удивлялся, что есть такие дети, они вот так там отвечают. Мне тогда было всего лишь 7-8 лет. Потом прошло много времени, я уже в 10 классе, и тут я слышу такую вещь о том, что ребята с нашей страны могут там участвовать, и те, кто хочет, могут попробовать. Я поднял руку,
Я не думал, что я пройду, конечно, но все так получилось, и вот теперь я аж до финала дошел, и до победы еще пару шагов остается. Подготовка к популярной Олимпиаде «Умницы и умники» была довольно напряженной. Нестор ежедневно читал сотни страниц материала, заполняя конспектами не одну тетрадь. Труды по истории, энциклопедии, учебные издания пришлось перевернуть массу литературы. Легко не было ни на одном этапе. Нестор прошел региональный этап, и снова задания, новые стопки книг. Читал и старался запомнить как можно больше информации. 2 ордена и медаль за 6 выпусков. Орден и медаль я получил за первый прям самый выпуск. У нас все началось с вопроса про писателя, который в 1910 году взял прозвище и затем под этим прозвищем стал крайне известен. Никто не мог ответить на этот вопрос, рук совсем не было. Тогда нам Юрий Павлович дает подсказку, что это известная поэтесса. И я тогда думаю, что, наверное, это Анна Ахматова. Вот так вот хочу руку потянуть, а там вот девочка раньше меня тянет. Я думаю, ну все, сейчас ее спросят сбоку от меня. А он говорит, нет, я лучше Абхаза спрошу. Руку дает мне микрофон, говорит, представьтесь. Я представляюсь, Нестор Тарба, город Сухум, Республика Абхазия, 2-я средняя школа. И говорю, возможно, речь идет про Анну Ахматову, потому что ее отец запретил ей издаваться под их фамилией и сказал, что это будет позор. Тогда она взяла фамилию своей тети Ахматова. И так как он дал подсказку, вообще мне должны медаль дать, по логике. Но он пытается на орден вытянуть и говорит мне, ну, может, вы знаете ее настоящая фамилия? А я стою как вкопанный, пытаюсь вспомнить, какой у нее фамилия была. И говорю, извините, я не могу вспомнить. В итоге получаю медаль, и там уже другой человек отвечает ее фамилия. Настоящая у нее фамилия Анна Горенко. Важно не только владеть информацией, но и правильно настроиться, чтобы ничего не перепутать и не забыть. Все-таки съемки, свет софитов, камеры, да и сама атмосфера могут сбить настрой. А если судьи заметят волнение, подорвется авторитет участника. Нестор Тарба был абсолютно уверен в своих знаниях и убедителен в ответах. Активно отвечая на вопросы, он уверенно демонстрировал свою эрудицию, память, мышление и яркое красноречие. В полуфинале была объемная тема: Сергей Есенин, его окружение, литераторы и прочее, 1916-1925 годы. Что такое ЦВСП номер 143? Я даже когда читал там биографию Есенина, я прям был уверен, что такой вопрос точно прозвучит. Я сразу быстро тяну руку, он меня спрашивает, что это, я говорю, ЦВСП номер 143 – это царский военный санитарный поезд, а 143, потому что в этом поезде во время Первой мировой служил Есенин в качестве санитара. И за это мне говорит, быстро ему орден давайте. Министерство просвещения Абхазии осуществляет отбор, подготовку и отправку конкурсантов на Олимпиаду уже 4 года. Нестор прошел в финал. Это прорыв не только для его родной школы, но и для всей Абхазии. Учителя очень поддерживали Нестора на протяжении всего конкурса. Он принимал участие в конкурсах по истории Абхазии и призовые места наша школа принимала. По географии в прошлом году участвовал, побеждал в Олимпиаде. И сейчас, значит, он немножко другое направление выбрал, но сейчас он стоит на перепутье. Может быть, все-таки он пойдет по направлению, вот тому, что он готовится. Мальчик развит всесторонне. Ну, Нестор очень удивительный ребенок. Сам по себе, он пришел к нам в 5 класс, я классный руководитель у него и преподаватель русского языка и литературы. С ним всегда было приятно на уроках беседовать по уроку, не только опрашивать его. Всегда говорил то, что он думал, тщательно готовился ко всем урокам. Но это не только моего предмета касалось, всех предметов. Этот ребенок на уроках не сидел с пустыми глазами, он всегда спрашивал то, что ему было непонятно, пока мы ему не объясним, он не уходил с уроков. «Умники и умницы» – это всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, транслируемая на Первом канале. Проект нацелен на выявление и поощрение талантливых и эрудированных учащихся, стремящихся проявить свои знания в различных гуманитарных областях. Победители игры получают возможность поступить без экзаменов в Институт международных отношений. Для финалистов предоставляются льготы на вступительных экзаменах. Мне вообще радостен тот факт, что вот наши ребята из нашей страны могут брать, ехать в Москву, участвовать в таких программах наравне с другими ребятами из разных областей России. Меня очень радует то, что вот движение «Умницы, умники» в Абхазии, оно у нас до сих пор продолжается. Сейчас у нас 4-й год, сейчас будет 5-й, будут отбирать новых ребят. И я надеюсь, что
они себя покажут еще лучше, чем я, у нас будет еще больше финалистов и победителей. И хочется верить, что это не просто так, и что-то после себя тоже будет. На данный момент я просто отдыхаю и даю возможность мозгу расслабиться, говорит Нестор. Тема финала будет известна в начале марта, а съемки состоятся в начале апреля. Но а нам остается болеть за Нестора и гордиться тем, как он покоряет новые вершины. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. В последние дни в республике заметно похолодало. В столице наблюдается дождливая погода, местами мокрый снег, а в предгорной и горной местности образовались даже снежные сугробы. Как долго продлится такая погода, узнавала Ульяна Рожкова. Зима пришла в Абхазию. В высокогорных селах выпал первый снег, и теперь привычные зеленые пейзажи сменились на зимнюю сказку. Что же по этому поводу говорят синоптики? Из-за субтропического климата у побережья Абхазии снег – редкое явление. Последний месяц зимы порадовал жителей и гостей республики долгожданным снегом. Февраль – один из самых холодных и дождливых, а порой и снежных месяцев в году. В ночь с 18 на 19 число наблюдается рост снежных осадков в высокогорных селах республики. Эту зиму специалисты характеризуют как одну из самых холодных за прошедшие 30 лет. Еще в декабре месяце были нами даны прогнозы на предмет того, что в этом году вообще зима у нас будет холоднее порядка на 3-4 градуса по сравнению с прошлой зимой. И это очевидно в силу того, что у нас сейчас вот переместилась довольно-таки холодная воздушная масса, в силу чего у нас вот понижение температуры наблюдается, но температура морской воды пока находится в пределах порядка 9 градусов. Это значит, что в Приморской зоне мы пока на этой неделе, по крайней мере, вот до субботы не ожидается именно снега. Только вот в предгорных и горных районах, конечно, мы ожидаем там хороший снег. И, в принципе, с завтрашнего дня у нас ожидается пасмурная погода. Ближе к утру в пятницу морозы ожидаем. Но слабые морозы у нас будут в Приморской зоне, как я отметила. Основным главным фактором является это морская вода. А вот в горных селах и в горах, безусловно, там значение температур минусовых будут порядка до -5. Обильный снегопад у побережья синоптики не обещают, но будут заметны некоторые следы осадков. Температура морской воды составляет 9 градусов. Именно поэтому жители столицы не смогут увидеть зиму во всей красе. Теплую погоду до конца, в принципе, февраля мы не ожидаем. Дело в том, что в субботу небольшие осадки будут и в Приморской зоне. Это следы мы увидим осадков, но хороший снег относительно, да, в предгорных районах еще ожидается в понедельник, на следующей неделе, в понедельник, во вторник. Ближе к четвергу у нас температуры будут уже положительные в предгорных и Приморской зоне Абхазии. В горах, конечно, у нас будут продолжаться морозы, но дело в том, что у нас и первая декада марта будет холодной, но минусовых температур в первой неделе мы не ожидаем, а дальше будем смотреть из реальных событий, соответственно, из ряда многолетних наблюдений. Прятать зимнюю одежду пока точно не стоит. По прогнозам специалистов, март тоже будет холодным и дождливым. Ульяна Рожкова, Камила Джопо, Абхазское телевидение. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами переходящий в мокрый снег. В горах и в предгорных районах снег. Температура воздуха ночью 1 +1, днем 0 -4. Температура морской воды +8 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.